Подобные научные конференции – хорошая школа для молодых исследователей, для их дальнейшего роста в научной деятельности. Открыл конференцию, посвященную Дню науки, руководитель оргкомитета, директор Института экологии Роман Дбар. Академия наук в своей сегодняшней деятельности приоритетом ставит подготовку новых научных кадров. Это вопрос преемственности, это возможность посмотреть, как будет выглядеть завтрашний день. А вы и есть тот завтрашний день. Для каждого из вас это площадка, на которой будет оттачиваться ваше умение делать доклады, отвечать на вопросы и быть готовыми к каким-то серьезным завтрашним событиям. Тематика конференции была разнообразна. В своих докладах молодые ученые презентовали исследования в области математического анализа и физики плазмы, современные методы исследования охраны окружающей среды, ихтиологии и гидрометеорологии. В первой части конференции соискатели рассказали о проведенном экологическом мониторинге, в частности, об исследованиях состава атмосферы и динамики температурного режима морской воды в акватории Абхазии. Значение температуры воды используют для вычисления степени насыщения воды кислородом, оценки карбонатно-кальциевой системы, различных форм щелочности и других гидрохимических и гидрофизических исследований. Температура воды, которая измеряется на одних и тех же постах в одни и те же сроки, на горизонте до 0,5 метров, в течение длительного периода времени служит основой для изучения температурного режима морских акваторий. Также были зачитаны доклады об особенно актуальных в Абхазии проблемах экологии, в частности о насекомых-вредителях, которые в последние годы нанесли немалый ущерб природе республики. Целью нашего исследования было изучение степени поражения пальмовых насаждений в Абхазии красным пальмовым долгоносиком, а также изучить и, возможно, разработать какие-то методы борьбы с этим вредителем. В Абхазию жук проник с приграничных регионов, в частности в город Сочи во время озеленения. Перед проведением Олимпийских игр завозилось огромное количество посадочного материала. Вместе с ним из Италии этот посадочный материал с жуками прибыл в Сочи и далее распространился уже в Абхазии. Случай фиксации этого жука в Абхазии произошел в 2016 году в поселке Цандрипш. Это приграничный поселок рядом с границей по реке Псоу. Сегодня главное слово за молодежью, а ученые с именем внимательно слушают доклады своих учеников и коллег, сидя в зале. В Абхазии все больше молодых людей, которые занимаются как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. А значит, у абхазской науки есть будущее. Саид Жарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.